Что ж, дорогие друзья, и вот он, финал приближается. Финал 4 женской лиги стремительно хоккея. и неумолимо. На ваших экранах Дворец спорта «Русь» возле метро Домодедовская в столице. Лед с улицы Родины. перенесли буквально совсем недавно внутрь арены. Не на этой коробке будет разыгрываться финал, а внутри вот этого Дворца спорта. СКИФ, Нижегородская область, школа И ваши Макарова. комментаторы Дмитрий Гороненко. Геннадий Набатов. Спасибо, друзья. Доброго дня. И мы с удовольствием смотрим финал 4 и настоящий суперфинал. Действительно супер, потому что сейчас встречаются СКИФ, Нижний Новгород, и школа Сергея Макарова, Челябинск. Фактически первое удаление в сегодняшнем матче. И на скамейку штрафников отправляется (72-й номер). За подножку малыш штрафа наказана Алина Скурова, номер 72-й, команда «СКИФ». Опа, и уже первая И шайба. гол, Сразу. открыт счет. Это школа Макарова выходит Да, вперед. реализовано численное большинство. Вот это да, вот это здорово. Алина Скурова возвращается на лед. Она была удалена. И численное преимущество использовали буквально за какие-то полминуты, неполные. Дальний бросок и, пожалуйста, шайба в воротах. Автор заброшенной шайбы, 17-й номер, Дарья Тетерина. Ну, это и понятно. Очень мощный, мы вчера отмечали, защитник Дарья. Габаритная, с хорошим броском. И вот, наконец-то, нашла ее попытка отражения на табло. С подачи Виолетты Дворца Овчинниковой. спорта И Анастасии Шабалиной, номер 42-й. И Анастасии Шабалиной, номер 42-й. Дарья Тетерина Команда «СКИФ» играет в общем составе. забрасывает эту шайбу, использовав удаление Алины Смуровой. Вот так уже на первых минутах приходится отыгрываться. Из-за ворот выкат. Ну как же так, замену просить, когда твоя команда находится в зоне соперника? Столкнулись они, две девчонки на выходе. И, в общем-то, на льду-то не играла. Здесь уж очень жестко подошел, конечно, арбитр к этому эпизоду. И удаляет школу Макарова за нарушение состава. Наказана команда «Школа Макарова». Ну как Марина Лисина сейчас поехала меняться в тот момент, когда ее команда проводит время в атаке. На скамейку штрафников 89-й номер Алиса Куделина едет. Да, у листых СКИФа есть возможность отыграться. Шмыкова Шмыкова. издали. Прошла шайба через всех игроков. Вратарь четко отразила эту угрозу. Молодец, хорошо сыграла. Полина Сююшкина, да? Здесь зацепили. Арбитры, правда, промолчали здесь. Лицкая. Логинова. Еще минуту с небольшим играть хоккеистам СКИФа. В большинстве вот пытаются они реализовать лишнего в это время. По борту пробросили. Лицкая шайбу забирает здесь. Но, по сути, две профессиональные команды встречаются, которые тренируются постоянно вот здесь в финале. Они и вышли на главное сражение. Шабалина. Эффектно. Ох, как хорошо. С неудобной руки, но выше проходит шайба, выше перекладины. Сдать.
И шайба еще из зоны выходит. Ох как, ох как. Но здесь технично. Динамично. Алена Шмыкова, ассистент капитана. А так состоялась, Дарья Кожина бросала. Опять на Кожину должна была быть сделана эта передача. И атака. И получает шайбу за синей линией Шабалина. Бросок, гол. Девятка. Под перекладину. 2-0. Супер начало. С подачи Яны Крашенининой и Олеси Бобровской Анастасия Шабалина забрасывает эту шайбу, убежав 1 на 1 с вратарем от синей линии. Хорошая была передача, да? Такой армейский пас, как мы говорим, издали. Четвертакова атакует из-под Тетериной. Быстрый переход Овчинникова. Минкина. Очень заметно было в первом полуфинальном матче. И шайбу забросила. Даже две, по-моему. Опа! Еще гол! Да, арбитр фиксирует взятие ворот. Шайба подпрыгнула парашютиком там, да? Давайте посмотрим повтор, интересно. И вратарь ее не увидела. Полина Шакирова. И что, опять Дарья Тетерина? Вот это празднование настоящее у Минкиной. Яна Минкина вчера забросила первую шайбу в полуфинале. Овчинникова там. Овчинникова добавляла, получается. С передачи Яны Минкиной, номер 8. Шайбу забросила Дарья Тетерина, номер 17. Дарью Тетерину назвали и Взяла 30-секундный перерыв. дубль оформила Тетерина. Скиф берет перерыв. Макаров средний проводит этот тайм-аут со своей командой. Это начальник команды Юрий Михайлович. А главный тренер, напомню, школа Макарова, Петр Паньков. Петр Эдуардович. Ну, взял-то перерыв Константин Михайлов, да? Конечно, он недоволен и обеспокоен таким положением дел. 0-3 на старте, на 8-й минуте. Но дело в том, что даже для тайм-аута не останавливается сейчас секундомер. Это странно, конечно, да, чуть-чуть? Ну уж раз такие правила. Тайм-аут, значит, мне кажется, должна быть остановка игры. Но правила Лиги женского хоккея таковы. Секундомер бежит все 20 минут, не останавливается. Перехвачена шайба. Ну, одна. Кожина. Ну, Кожина может, кстати. Удаление будет. Вот косили перед тем, как бросать. За подножку, сразу Дарью. активность, сразу давление на ворота после тайм-аута, конечно же. Куда теперь отступать? Она вчера тоже первую шайбу забросила в своей команде. «87-й номер удален у команды школы Макарова». Это Мария Трифанова. Да, Мария Трифанова. За подножку Ману Штофер наказана Мария Трифонова, номер 87. Команда школа Макарова. Хорошо. Хорошо на катании-то как обходит. Это Ягра. И еще удаление. Втроем остаются хоккеисты школы Макарова. Твоя любимица. Ягрова ты ее вчера называл. Алена Логинова, 68-й номер.
Да, и сейчас удаление 9-й номер школы Макарова. Это Олеся Бобровская. Вчера тоже она отличилась. Третью шайбу своей команды забросила. Напомню, 5-1 выиграла школа Макарова вчера у команды ЦСКР. Кожина. Назад передача. Еще подбросок. Шмыкова. Добавление здесь. Клюшку потеряла защитница. Пытается ее поднять, подняла, но там прижали коньками к борту. Сейчас выигрывают время, прежде всего, конечно. 20 секунд остается до выхода четвертого удаленного игрока. И все-таки дает вбрасывание арбитр. А вот сейчас, представляете, какой момент? Нужно быстрее производить вбрасывание. Время-то удаленного идет. И уже выходит четвертый игрок. Но только в момент вбрасывания он появится на льду. Хорошо. Под бросок. Очень здорово, Кораблина. И вновь задержались у борта. Техничная остановка. И бросок. Еще Кораблина. Лицкая. Шмыкова получает шайбу на синей линии. Будет бросать. И вновь. Она всегда бросает. Да. Явно заготовки, но сейчас не удержала шайбу в зоне. Лицкая получает, Технично, входит. Технично. Тоже из-под защитника выбросила. Осталась шайба в зоне. Ну, двоих. Они дадут здесь бросить, конечно. Коробочку взяли и здесь друг другу помешали. Выход 1 на 1 удаленного игрока. Нет, не сумела скоординироваться. Это была Олеся Бобровская. Был шанс, тем более вратарь выкатилась так достаточно неосторожно. Бросок с дальней Полина дистанции. Шакирова потеряла, показалось, ворота. Мишляева. Клюшка брошена, поднимать ее нельзя. Вот сейчас возвращает ее на скамейку арбитр. Гуделина сейчас распорядилась хорошо на пятачке, а защищалась. Из школы Макарова и идет ее команда вперед. Вторым темпом атака. Уже мимо цели бросок. Немножко неточная передача. Атака срывается у Скифа. Огнева. Вышла шайба из зоны. Логинова привычно смотрится в нападении. Сейчас вынуждена была отступить, а сейчас и меняется уже ее пятерка. Скиф почаще стал гостить в зоне, но пока особой угрозы воротам Суешкиными не видим. И школа Макарова идет вперед. Посмотрите, как... Ох! В стиле Кутейкина бросок сейчас был. В исполнении 17 номера Тетериной. Как раз автора двух шайб. Уже в сегодняшнем матче. Вот тебе защитник, пожалуйста. Ледоколом мы вчера ее окрестили, Дарью Тетерину, да? Кутейкина, я бы сказал, как минимум. Если перефразировать и ассоциировать с кем-то из КХЛ. Остается шайба в зоне, но вот здесь момент появляется. Может, отдает на Шмыкову. Бросок не дает сделать сильным и точно. Блокирует хоккеист из школы Макарова. Вновь Шмыкова шайбой.
Да, одна шайба не помешает хотя бы надежду себе подарить какую-то на... Именно в этом периоде. Да. Еще 5 минут с половиной играть. Стартовый третий. Непростую ситуацию себя поставили, да, уйдя в 0-3. Не у каждого есть в составе Тетерина. Ну, хотя у Скифа тоже есть хорошие нападающие, защитники. Я уже сказал, что эти обе профессиональные команды. Я думаю, что борьба будет навязана, несмотря на счет 0-3. Шабалина подхватывает эту атаку. Нет. Потеряли Тяжелый шайбу. выход из зоны. Тяжелый, но Скиф выходит. Это с шайбой Марина Лисина, 28 номер. А бросок Нишляева не слишком доходит. быстро к Лисиной приблизилась и близко. Быстро и близко. И создавать что-то сложно в такой тесноте. Бросок рядом со штангой. Нишляева там пыталась навязать борьбу. И вновь атака. Скрывается у школы Макарова. Скиф. Скиф ходит вперед. Входит в зону Лисина. Бросок защитника. Не игры. Поторопила события партнерша. На точке вбрасывания 4-й номер Александра Лицкая, капитан команды Скиф. И против нее 27-й номер Алина Захваткина была. Лицкая входит в зону. Много стало борьбы у борта, особенно в зоне школы Макарова. И вот здесь контратака пойдет. Кутикова продолжает бороться. Рискованно, но вышли из зоны стремительно. Дальше передачу удастся сделать ближе к пятачку. Удалось. Только без атаки. Но шайба прыгала, и сложно было ее остановить на пятачке. Лицкая бросает добавление. Нет. Как отчаянно защищаются хоккеистки школы Макарова. Действительно финал. Не жалеют себя. Кутикова потеряла шайбу на входе. А это проброс. Но их нет в Лиге женского хоккея. И поэтому можно играть. Кто бы это был? Да? Вы все поняли. Дарья Тетерина. Спокойно подключается к атакам. И ее страхует здесь вот центральный нападающий. Трещина по заднему борту пошла, я смотрю. Сычева. 1 в 1. Дошла. Ух ты! Бросала он плечом вратаря. Чуть сильно получилось. Момент был у Кокориной. Тоже забросила шайбу накануне. Логинова. Последняя минута первого периода. Бросок. Хороший бросочек. Голкипер сейчас не контролировал ситуацию Полина Суюшкина. Контратака. Успеют, но здесь перехват. Пас за ворота.
Удаление. Удаление за подножку на последних секундах у Скифа. Но очень не вовремя, когда нужно атаковать. Придется защищаться, и как бы этот момент не стал роковым. Удаляется 56-й номер Татьяна Кораблина у нижегородской команды. За подножку Татьяна Кораблина, номер 56, команда «Скиф». И звучит сирена. Откладывается этот штраф. Минута 36 еще на второй период. Преимущество будет у школы Макарова. У команды, у которой уже есть солидная фора по окончании 20 минут сегодняшней игры. 3-0 в пользу челябинской дружины. Ждем интервью с скамейки Скифа. Конечно, непростая ситуация, но главный тренер. Константин Михайлов, Константин Валерьевич, ну что за начало 0-3? Удивительно, ведь игра-то равная. Ну, я бы даже сказал, не совсем равно. Сейчас уже в одной зоне играем там у них. Ну, контратаки, залетели шайбы, такие бывают в хоккее. Надо отыгрываться, находить силы, характер. Да, очень отчаянно обороняются челябинцы, надо дать им должное. Ну, конечно, никто не хочет пропускать, проигрывать. Ваш рецепт какой сейчас? Что скажете своим подопечным? Что надо активизироваться, пойти на ворота, удаление зарабатывать, и там на пятаке голы, там бороться, выигрывать борьбу. И успехов вам! Спасибо. Ну что ж, вот Константин Валерьевич Михайлов, конечно, обеспокоен. Я думаю, игра сейчас во втором периоде будет сверхнапряженной, и мы желаем хоккеистам Скифа возродить интригу. Спасибо, Ген. Надеюсь, что у тренера осталось время для того, чтобы действительно сказать правильные слова. Но вот Нишляева настраивает голкипера Полину Шакирову, просит не расстраиваться и наверняка обещает, что постараются сделать все возможное, чтобы защитить своего капитана. Вот серьезная очень девушка. Вчера мы в ходе интервью это поняли. Александра Лицкая тоже спуску не даст своей команде и будет сражаться в этом матче до конца. 3-0 и по броскам 8-4. Всего-навсего двукратное превосходство. Но кого бы вы думали? Скифа. Скифа. И получается у нас, что с 4 бросков 3 попали в створ и принесли вот это преимущество в этом матче. Представляешь, Ген? 8-4 преимущество по броскам у Скифа. Ну, это не удивительно, ведь даже Константин Михайлов сказал сейчас, что игра-то, собственно, идет в одной зоне. Ну, понятно, это, наверное, он имел в виду последнюю часть периода, потому что все-таки атаки были поначалу в основном в исполнении школы Макарова и острые. Вне игры положение, если у кого-то ёкнуло сердце по поводу нарушения правил, нет, сначала было положение вне игры. Активизироваться. Вот девиз команды Скиф сейчас. Будем смотреть, как это Ну получится. вот
Интересно, не уйдет ли в глухую оборону теперь школа Макарова? Нет, судя по тому, как сейчас уверенно вошли в зону. Минкина бросает, очень опасно. И здесь просто игрок подвернулся, а так шайба летела прямо в левый угол. Алена Шмыкова сама идет. Пас на кого? Ах, там меньшинство, и поэтому ждут они. Вот сейчас появляется Кораблина. Да. Алицкая выбрасывает шайбу. Минкина. Там тут неудачное столкновение. Болезненное. Еле доехала до бортика. И Скиф идет вперед. И там догоняют. Тетерина догоняет. Опасно. Да, чуть поаккуратнее передачу на Кораблину, да, сделать. Это был 22-й номер Анастасии Нишляева. Контратака. Кораблина останавливает ее и дальше вперед. Ну, так сильно скрест получился со Шмыковой. Кутикова. Еще момент. Еще бросок. И гол. Успевает добавить шайбу, несмотря на то, что вратарь. Какой напор. Полина Шакирова бросалась. Макарова. Это просто невероятный. Ну, конечно, Кутикова молодец. Один бросок ее заблокировали, она повторным броском. Крашенинова, по-моему, отличилась сейчас. Ну, все сделала Кутикова. А гол, да, записывает на Крашенинину Яну. Она вчера тоже забивала. И, кстати, ее шайбу-то сначала на Шабалину, помнишь, записали, а потом все-таки вернули гол Крашенинину. Да, на 23-й минуте Крашенинина отличилась. Вратарь уже ничего не могла сделать из Скифа Полина Шакирова. Хотя пласталась и защищалась как могла. И хорошо это делала. Но с пятачка уже забивает из площади ворот Дим. Здесь, конечно, надо иметь защитника в этот момент. Ответная атака. Передача сейчас не очень хорошая получилась от Упруниной. По бортику, но там сложно было ее принять. Кокорина последней защитницей. Хорошее торможение, смена направления атаки. И быстро Упрунина надо действовать. Но быстрее, молодец. Сначала потерялась, а потом обманула. Алицкая сразу в зону ворот. Это разогрев вратаря, такие броски. Алицкая. Ну, одна она здесь. Ну, надо помочь, идет смена. Конечно. Капитану сложно. По идее, Лицкой, конечно, нужно бы уже смениться. Вся пятерка уже поменялась. Кожина, Лицкую в углу едва не прижимают. Два игрока соперника. Развернуться надо. Ну вот она, да, еле уже подъезжает к синей линии. Сейчас можно меняться. 3 игрока новых у Скифа. И можно пробовать что-то создавать. Ну как плотно играют в обороне хоккеисты школы Макарова, хоккеистки. Все точно держат. Ну, такое впечатление, что нижегородки не восстановились после вчерашнего матча немножко. Слишком уж хороши, мне кажется, хоккеистки из Челябинска. Слишком. Да, Скиф играл накануне первой парой. Индивидуально сильно играет сейчас Овчинникова. Ну, на месте Полина Шакирова все видела. Логинова. Ну, как тяжело против двоих действовать, согласись. Еще нет помощи от партнеров. Никто не открывается. Минкина, все в порядке у нее со здоровьем. Переводит на другой фланг Шабалина. Автор второй заброшенной шайбы сегодня.
И перехват, который читался, напрашивался. Диагональный пас тоже опасный. Лисина принимает шайбу. И хороший бросок будет у Лицкой. Вратарь что творит. Да? Не очень удобная, да, дальняя смена, пока игроки... Передачку надо отдавать. Там на пятачке была 55-й номер Алена Шмыкова. Контратака, выход из зоны. Ну, просто выброс получился. Школа Макарова в атаке. Что делать при счете 0-4 в середине игры, Дим? Вот и как тренер. Да здесь все равно надо счастье в атаке искать. Бросок. Не опасный совершенно. Угроза для Полины Суишкиной. Не зажиматься, терять особо нечего. Вот надо эту шайбу-то отбивать и самой же идти на нее. Ведь это же будет пас рукой. Или соперница возьмет. Алина Смурова сейчас 72-й номер от шайбы отбилась перчаткой. Вот смотрим повтор. Это был, наверное, прострел. А, это бросок от Лицкой, да. И вот Полина Шакирова здесь. Шокировала публику своим сейвом. Суишкина. Полина. Обе Полины. Шакирова и Суишкина. Но... Пока одна переигрывает другую. 4-0. Школа Макарова Челябинск впереди. В середине матча со Скифом. Еще, правда, не совсем экватор подошел. Еще минута до него. Проверила броском с такой очень позиции острой, но в то же время с острого угла Кораблина. Логинова. Школы Макарова. Много уже шансов давали Шмыковой, поэтому Логинова сейчас назад не отдает. Ну и обострение не получается. Шмыкова — это вообще защитник, так по сути. Просто она уж сама берет на себя много и идет вперед. Кожина. Щитки и бросок. Слишком откровенно это было. Вот сейчас пытается за счет мастерства и техники обыграть. Но стоя, скорость потеряла Логиновой, поэтому не получилось. Кожина хорошо входит. Ну, выходил игрок из зоны, причем хромая, Лицкая выскакивала. Можно было не заметить. Да, можно было не заметить. Вне игры. Не столь драматичных событий мы ожидали от этого финала. В всяком случае, в сторону одной команды, да, как-то подготовились. Звезды сложились так, пока и складываются в пользу Школы Макарова. Ох, какой сильный был здесь прием. Да, против Лицкой. Силовой прием. Кто применил? Ну, естественно, Кутейкина, Тетерина. Мощный очень защитник Тетерина. Дарья. 2 шайбы на ее счету сегодня уже. 2. Лисина. Вдвоем идем. Там рядом Нишляева. Ах, не зафиксировала шайбу. Но она осталась Суишкина. в хоккеистах Школы Макарова. И они начинают свою атаку. Ну а здесь Тетерина. Правоохватная. Как раз Кутейкин тоже из правоохвата. Хорошая, точная передача какая, да? Прямо в клюшечку.
Здесь капитан Лицкая дежурит в центре. Ее тоже просто так не пройти. Хотя сил уже нет абсолютно. Надо меняться. Еле дышит. Кокорина. Пробрасывает себе по борту. И идет, идет, идет. Отдай же передачку сюда вперед. Ну, разводит руками 24 номер. У Прунина Саша. Слишком много на себя взяла Кокорина. Но оправдываться поздно. Смотрим мы на звезды. Школа Макарова. Ну, у Прунина. А ее там не дают просить. Остановка. Мне кажется, задержка руками сейчас была. Да, задержка руками соперника. 11 номер школы Макарова Яна Крашенинина. Автор, кстати, 4-й шайбы в ворота Скифа. Ну, тут было видно, да, что сваливает она соперницу. За задержку соперника малым штрафом наказана Яна Крашенинина, номер 11, команда школа Макарова. Бросок в защитника попадает. И капитан шайбы, 4-й номер, Лицкая, отдает. А правильно здесь удаление делает. еще будет. Правильно делает, да. Абсолютно сейчас поступила Лицкая правильно. Александра. Почему? Потому что в большинстве будут играть хоккеисты Скифа. Пятерок Сейчас против время троих. остановили, кстати. Пять на 3. Правильно, если удаление, должно время останавливаться, иначе какой смысл удаляться? Так и будет тянуть время. Осталась шайба в зоне. Лицкая не торопится сейчас через Кораблину. Уже, уже никуда нельзя не торопиться. Бросок. Хорошо. Вратарь сейчас играет. Да. Полина Шакирова. Успела прикрыть угол. Перехват. И шайба Кораблина. вновь остается в зоне прямо на Шмыкова хорошо сыграла. Но побыстрее линии. нужно передача, да, очень долго. Далеко. Кораблина. Далеко. Еще шанс. И опять в тот же угол. Я тебе скажу, Шакирова все видит. Она все видит, даже будучи Еще шанс у Кораблиной. Снова туда. Ну надо же, а. Какая отчаянная борьба за этот гол. И подраться уже готовы девчонки. Шабалина кожаную взяла. Обхватила так по-дружески за шею. Не трогайте нашего вратаря. Штурм, Да, 3 шанса штурм. было у Кораблиной. Смотрите, Да, вот сейчас касание. особенно хорошо в одно касание. Да, здорово получилось. 15 секунд до выхода 4-го. Но сейчас удастся выбросить шайбу из зоны. Кораблина не может ее остановить. Прием. Скорость. Вход в зону. Кораблина молодец. Отдать. Долго. Здесь надо быть чуть побыстрее. Вот, И вот Кораблина. Еще одна попытка на передачу делает Передача хорошую. должна быть. Еще туда же. Ах, чуть-чуть. Не под правильным углом. Лицкая капитана давала на Кораблину. 5 секунд и станет уже потеснее. Да, совсем. Да. Хороший был штурм, ничего не скажешь. Но не получилось совершить точный бросок. Не голевой. У игроков Скифа и, в частности, у Кораблиной. Минкина отбирает шайбу там у Лицкой. Минкина вчера тоже явно забивала. Ассистент капитана команды школы Макарова.
Снова по борту вброс в зону. И давление на шайбу. Разгон есть. Остановить такой забег не так-то просто. Найдет передачи партнера, точно. Кокорина. Или сама будет бросать? Нет, Кокориной шайба не достается. Соперница. Уже так нежно. Вновь Нишляева. Все-таки отдала. Ну, устала. А надо отдать-то своей подруге по команде, а не чужим. Прошла шайба мимо всех игроков Скифа, которые могли до этой шайбы дотянуться. Лисина из-под игрока, но попадает в защитника. Продолжает владеть шайбой. Да, по владению действительно преимущество у Скифа, но по моментам реализованным обратная картина абсолютно. Минкина. Опередила ее Осминова. Не получаются быстрые атаки у Скифа. Вот здесь нужно заманивать и пытаться с контратакой убежать. Главное не раскисать, не раскисать. Шабалина у Карабина все-таки быстро повышают. И идут вперед хоккеистские школы Макарова. Шмыкова. Догонять Упруниной, прессинговать. Пытаться отобрать шайбу. Вот перехват. Хороший ход в зону идет. Ну и здорово возвращаются игроки школы Макарова. Это Алина Смурова, 72 номер. Вот она борется за шайбу. Главное без нарушений. Там арбитр показал, что он все видит. Опасный момент. Шайба в воздухе. И игра клюшкой тоже высоко. Ну, у двух игроков сразу. Такого пыталась даже сверху так шайбу как кочергой переправить туда в ворота. Но в пределах дозволено, не поднимая шайбу выше перекладины. Клюшка точнее. Сил уже у Пруниной не хватило. Полтора минуты до конца периода. 4-0. Шмыкова. Бросок. Ах, справляется красиво. вратарь. Да, это далеко же она была. На острие атаки у Скифа. И здесь тоже рядом с удалением, но рядом. Шмыкова хорошо обыгрывает. Из-за ворот. Ну еще передачу одну сделать лишнюю. Бросок. Хороший штурм. Кожина. Логинова. Шайба придержана. Тетерина. Последний шанс на бросок. И звучит сирена об окончании периода. Да, постоянно в атаке Скиф. Но какого-то стопроцентного момента не получается пока у команды для того, чтобы поправить как-то ситуацию в этом матче. И остается
последний период для того, чтобы что-то придумать. Мы сейчас поговорим с кем-то из лидеров. Школа Макарова контролирует ситуацию в матче. Александр Герасимов снова с нами в этом перерыве. И, Саш, твои впечатления, получается финал или нет? Вроде счет 0-4 и последний период грустновато, конечно, одним. Шикарный матч мы наблюдаем. Не все получается, конечно, у девчонок у Скифа. Наверное, фактор самоуверенности сыграл с ними злую шутку. Все пока так остается, как и в периода. И входит в зону Крашенинина, Миткина, шайбу не теряет. Овчинникова. Не отбрасываемся. Если ты уже здесь шайбу сохраняй. Туда ее по ноге обратно засылай. Все, не теряй. Защитники, построже. Все время крутим, все время слышите, чтобы не свободно стоишь один, значит это твой партнер. Это не опекать его. Все время поворачиваешь защите соперника. Самый сложный период, но самый тяжелый. Ну, когда такой хоккейный гуру, как Юрий Михайлович Макаров, дает свои рекомендации. Сергей Михайлович. Сергей Михайлович. Юрий Михайлович, это брат. Это средний брат. Или хоть перепас, если у них шайба, идет перепас, вот этот крайний прорыв. Защитник сыграл. Да. Защитники борта, центральный все время здесь и страхуют, если выброс. Понятно, да? И все, и в зоне, туда наброс, там работает подворот. Пока, да, есть время еще. Есть ли шансы? Есть ли шансы у Скифа? Но если сейчас они забьют быстрый гол, думаю, сейчас у них такая установка и стоит, то в женском хоккее и с плюс 4 можно отыграться. Все-таки уральская школа хоккея, Челябинский регион, магнитная аномалия действует на хоккей. В том году Челябинск был у руля женского хоккея, олимпийских надежд. И все идет и в этом году к этому. Но все же, наверное, мы сейчас увидим более сдержанный хоккей со стороны школы Макарова. Потому что, в принципе, время будет работать на них. Да, есть интервью, капитан команды школы Макарова. Ксения Багаева. Ксения Багаева, капитан команды школы Сергея Макарова у нас. Ксения, ну 4-0, серьезное преимущество, но еще играть 20 минут. Что, какие сейчас были наставления от вашего тренера? Играть так же, как до этого мы играли, первый-второй период. Вот. А больше от обороны сейчас нужно. Ожидали такого счета вот после 40 минут? Вряд ли, наверное. Но желаем вам сохранять темп и в борьбу ввязываться и довести дело до победы. Спасибо большое. Ну что ж, у нас впереди третий период суперфинала 4 лиги женского хоккея. И все внимание на лед. Слово Дмитрию Гороненко. Спасибо, Ген. Возвращайся. Ну, неужели отойдут в оборону? Как непривычно будет видеть, наверное, команду школы Макарова, защищающуюся на протяжении периода. Но в глухую оборону они точно не уйдут, потому что у них хватает мастерства играть в свой хоккей. Они знают, как забивать, назабивались вдоволь. То есть уже 4 шайбы. Но все же, все равно, как сказали наставники, Да и по ищите второму глазами периоду, партнера. наверное, все-таки в процентном соотношении процентов 70 Скиф владеет шайбой. Но вот Да и так, по- чтобы до острых атак не выходит. Да и по первому периоду видно было владение преимущества Скифом. Просто несколько хороших атак. В течение там 3-4 минут были заброшены первые шайбы.
забрасывание в средней зоне. Здесь нужно, да, уже все положить, все везение свое направить на ворота соперника, потому что уже меньше 20 минут терять абсолютно нечего. Да, девушки сейчас будут открываться, раскрываться, играть от ножа, как говорится, и пытаться забросить шайбу. Может быть, их эта шайба и прорвет. Ну что, врывается Гену репортаж. Спасибо, спасибо за то, что помогаешь. Благодарю моего заместителя. Да, закрываешь бреши. Да, вот эти, которые образуются у нас. Мы пожелаем, чтобы у Скифа больше брешей не было. И ну хотя бы шайбочку престижа. Ну, заслужили они сегодня. Ну и что, 6-3, да? Да, 6-3 по броскам второго периода. Смотрите, по итогам первого, второго 14-7. Мне кажется, да? у Макарова было больше, у школы Макарова, моментов, чем 3, да? Там просто опасные моменты, может быть, не доходили до броска в створ. А вообще так по опасным моментам-то у школы Макарова тоже можно было начать во втором периоде. Возят, ищут передачу, но соперников-то 5 сейчас. Сложно найти такой момент для откровенной атаки Логинова. Ну вот, посмотрите, опять же, цепляются, да, цепляются, приклеивают шайбу к крюку, находятся в зоне, но чтобы создать, нужно что-то большее. Поднимает еще раз арбитр руку, была подножка, был зацеп, удаление будет у школы Макарова. Очередной шанс предоставляется сейчас. 77-й номер. Кристина Смирнова. По прозвищу Супер Марио. Лицкая падает. Ну и соперница оказывается на льду. Выбрасывает шайбу из зоны на удачу. Неточный пас Кораблиной. Кораблиной, которая так здорово сегодня угрожала. Она как минимум автор 4 бросков в створ ворот. И вновь школа Макарова. Но решила так Минкина подальше от своих ворот. Но, видимо, такая установка. Шайбу в зону соперника и там за нее бороться. 2 нападающих курсируют там. Не сдаваться, посоветуем девчонкам из Нижегородской области. Искать ошибку, ловить соперника на каком-то самоуспокоении. Да, время неумолимо тает, неумолимо. Уже почти 5 минут сыграно в третьем периоде. И никакой выгоды, главное, из этого большинства очередного Скиф пока не извлекает. Но на скорости Лисина. Что будет делать? Обыгрывает одну. И их из-под защитника там решила не бросит под Трифоновой. Кожина. Под Трифановой, извините. Шмакова. Шмыкова любит издали бросать. Ну и шансы есть, да. Бросочек хороший, такой отлаженный. Ну быстрее нужно уже, да, Кожина. Быстрее. Ближний угол пыталась пробить вратаря. Еще попытка. Полина Шакирова, это просто... Ой-ой-ой. И в пустые ворота не попадает сейчас. Здесь и школа Макарова. Елизавета Кутикова сейчас помешала бросить. 91-й Нешляева. И все-таки гол. Гол. Все-таки гол. Додавили до этой шайбы. Уже в равных составах. Аж борта трясутся. Так болельщики сейчас празднуют успех из Скифа. Арбитр решил сетку на всякий случай проверить. Не порвали бы. Да, от рвения большого. Ну что ж, вот он гол, который может что-то повернуть вспять в этом течении матча, казалось бы, уже предрешенном.
в чем дело-то? Время-то идет, время-то не останавливается. 12 номер. Дарья Кожина. Да. Шайбу еле нашли. Петр Паньков так переживает, Петр Эдуардович, тренер школы Макарова. Челябинск. Чем-то недоволен он, что не дали смениться, видимо, его команде, защитникам. Но все, восстановлена справедливость. Новые защитники на льду. И счет 4-1 за 13,5 минут до окончания основного времени игры. Выход на бросковую позицию. Здесь давление продолжается. Толчок. Это в атаке была 72 номер Алина Смурова. 72-й. И добавить пыталась Александра Упрунина. Кокорина, бросок. Молодец. Но вратарь-то как Полина Шакирова. Отлично все видит. Такого вратаря бы... Суишкина. А, так, прошу извините. Полина Суишкина. Молодец. Ну и Шакирова молодец тоже сегодня. Что не говори, а несмотря на 4 пропущенные шайбы, просто отлично играет. Обе Полины легко перепутать, знаешь. Да, тут обе попадают, в общем. В топ. Да. Ну, это действительно... Кто не пропускает, пропускает Полина. Да, сегодня молодцы обе Полины. Хороший момент у Кокориной. Бросок в упор по центру. Там, по-моему, еще удаление. Шайба сошла с крюка и ее перехватили. И еще удаление у Скифа. Ну вот давление вот это, на котором настаивал Константин Михайлов. Оно сейчас есть. Команда ищет счастье на чужой половине. 9 номер уходит Олеся Бобровская. А там повторчик можно, как Дарья Кожина перехватила и бросала. Если нам позволит наш режиссер трансляции Борислав Гуляев, компания Бизоны ТВ. Мак и волшебник. Хороший был момент. Пока вбрасывание. За покушку должна показана Олеся Бобровская, номер 9, команда школы Макарова. Все опаснее и опаснее, все жарче становится у ворот Полины Суишкиной. Ах, не по центру стояла сейчас Шмыкова. Крашенинина не стала атаковать до конца. Шайба принята у синей линии. Сейчас все в порядке здесь. Сохранила шайбу. Мгновением раньше Хороший бросок Логиновой, но выше перекладины. Да, здесь полет шайбы прервали. Поднятой клюшки, но арбитр разводит руки, все в порядке. Значит, не выше плеча была поднята клюшка. Лицкая вошла в зону. Хорошая передача в центр. Атака рядом со штангой. Нет, росточка не хватило Шмыковой. Здесь голкипер играет уверенно. В другую сторону надо разворачиваться. Да, делать передачу в центр. Корабль решил еще и свою зону играть, а ее туда не пускали. Ну, развернись и в сторону чужих ворот и езжай. Лицкая еще раз вошла. И с этого фланга хорошо, удобно. И бросок! Здорово! Вот это было здорово! Хороший кистевой 22 номера. Анастасии Нешляевой. Не первый раз она прицеливается. И счет становится 4-2. В конце концов, это преимущество в бросках, в количестве бросков должно было сыграть свою роль. (2-4). С передачи Алены Логиновой, номер 68. Шайбу забросила Анастасия Нешляева, номер 22. Тайм-аут. Время остановлено, да? Время остановлено, хорошо. Значит, еще будет 10 минут с небольшим
у хоккеистов Скифа, чтобы спасти этот матч. 2 шайбы их отделяет от школы Сергея Макарова, который сегодня сам, Сергей Михайлович, тоже присутствует. И вот там стоит за воротами своей команды. Команды, которой руководит в том числе и его родной брат Юрий Макаров, как руководитель. А вот там Снег, видно, что снег снег смотрим, пошел, да. пошел снег в Москве. 4-2. Макаровцы впереди в игре со Скифом. Но пропускать-то нельзя сейчас. Контролирует ситуацию Полина Шакирова. Вот Сергей Михайлович. А это Наталья Починок рядом с ним. Тоже играет в хоккей в дивизионе Амазонки. И атака 2 в 1. втроем. Ой-ой-ой. Бросок, добавление. Это бросала Лицкая. Обычно в хоккее такие шайбы с вторым темпом залетают. И еще удаление. У Прунина там добавляла после броска сильнейшего Лицкой. Да, еще один прогноз Александра Герасимова сбывается, что в женском хоккее после первой заброшенной шайбы в такой ситуации очень часто бывают переломы. Невероятно, но факт. Это Александр Герасимов, ты имеешь в виду хоккеист? Вот организатор, один из организаторов лиги, который был у нас в гостях. Ага. Александр Капустин. Герасимов назвал. Он был не против, кстати. Просто совсем недавно было 60-летие Александра Герасимова. Это как раз хоккеист, который играл с Быковым и Хомутовым в свое время в одной тройке. И стал олимпийским чемпионом Сараева в 2004 году. Вход в зону. И бросок. На острие атаки находился Алена Логинова, 68-й номер. Но надо побыстрее действовать. Побыстрее, побыстрее. Да. Шмыкова. Шмыкова обычно бросает. Надо бросать. Тетерина там его пятак-то охраняет. Никому не дает подойти. Попытка побыстрее прострелить через центр. Только через скорость действовать. Нельзя стоять академично. Только двигаться. Только двигаться Лицкой. Хорошо, Лицкая. да, туда на пятачок. Удается справиться на этот раз. Макаровцы чуть больше отбиваются. минуты еще. Смена. Свежего игрока выпускают. Забросившую шайбу Шмыкова. Нишляеву. Оставление-то, ну, получается, что он сохраняет шайбу. Лицкая за ворота. Здесь Логинова. Вопрос по борту. Успеет. Успела. Ну, шайбу все равно. Екатерина Османова, 52-й номер, защитник. Ну, перехват. И, пожалуй, что продержится сейчас. Ух ты! Отдать летела нужно шайба шайбу. в угол. Ай-яй-яй. После броска Минкиной. Надежно Полина Шакирова сейчас. Дропкик Мёрфис обычно играет на матчах Бостон Брюинс в Бостоне. Местная группа ирландских панков. Нишляева. Ну, Макаров все начинают новую атаку. А времени-то и работает на них. Они идут в атаку. Отдавать нужно шайбу, отдавать. Не надо здесь терять сейчас время Полине Шакировой.
да. Здрасте. Итак, у нас больше середины третьего периода. Светлана Журова у нас на позиции вице-президент Федерации женского хоккея, лиги женского хоккея. И, конечно же, первые впечатления по финальному матчу, по тому, как проходит игра и достойны ли участники. Вы знаете, всегда, когда борются за финальные части, это совсем другой накал страстей, и особенно среди девушек такие эмоции. Очень... Я и в прошлом году смотрела здесь, когда девчонки здесь боролись. И, в общем, конечно, это женский хоккей — это особая вещь. Я думаю, что болельщики это могут увидеть, даже то, что девчонки молодые, а это наши олимпийские надежды, все-таки именно дивизион, но при этом они прям настоящие бойцы. Но вы все-таки близко к теме. Насколько сейчас мы видим сейчас преимущественно, да, команды почти профессиональные, да? Как развивается женский хоккей, насколько он подтягивается к уровню, который нас бы устраивал на сегодняшний день? Ой, вы знаете, я даже вот вчера, будучи в компании, где мне зашел разговор про женский хоккей, и опять, конечно, среди мужчин, ты понимаешь, что они начинают говорить, какой женский хоккей, о чем вы? Я начинаю приводить исторические факты, что женский хоккей вообще развивается параллельно с мужским, примерно в одно и то же время он начинал свой путь. И все удивляются очень, говорят, ну это же не женский вид спорта. Я говорю, ну почему-то там 100 с лишним лет назад он был женским, а сейчас он стал не женским. При этом мы понимаем, что вот наша лига, она дает возможность девчонкам, которые по каким-то причинам, знаете, возрастным особенностям, может быть, не достигли того результата, когда их заметили, увидели и позвали в какую-то профессиональную команду. И возможность у них здесь еще потренироваться и продемонстрировать, что они способны на большее. И, в общем, чтобы перейти на другой уже уровень и, возможно, войти все-таки в команду, которая уже может участвовать потом в дальнейшем отсмотре и в сборную России и так далее. Поэтому вот это как бы такой, знаете, второй шанс, потому что очень не часто, не у всех, да, возрастные особенности вот в этот период дают максимум их продемонстрировать, что ты можешь. Поэтому в этом отношении вот эта лига как раз это может делать. Есть ли у вас информация, насколько здесь силен скаутинг? Насколько действительно следят за звездами этой лиги? Ну, во-первых, у нас есть, вот, видите, эмоции. И 4-3 счет. И играть еще у нас 3,5 минуты. А вы говорите. Да, сейчас нам покажут обязательно автора заброшенной шайбы, а мы продолжим тему, да, насколько, да, на карандаше, на счету, на планшете. Дело в том, что у нас есть и тренер сборной, который периодически смотрит девчонок и понимает, что вот это вот будущее, что кого-то надо обязательно присмотреть, посоветовать. И, в общем, есть такие случаи, когда у нас кого-то в итоге забирают. Но для них это, вы знаете, еще и в городах, откуда они приехали, возможность, в общем-то, когда есть команда, сказать, что вот у нас девчонки играют в лиге, их надо отправить. Да, ой, вот так. Да, вот пошли мужские элементы говорите, чисто, да. Не ожидали. Вот это потасовка, да. Не ожидали. Время вообще это нельзя. Конечно, конечно. Совсем. То есть вот это уже профессионально. Девчонки, видимо, решили... Я не помню, чтобы у нас такое было. Да. И главное, что сейчас наверняка последует за этим череда удалений. Да. Светлана, вы притягиваете неожиданные элементы. Я только сказала, да, я только сказала, что... Видите, но они понимают, что, наверное, хотя профессиональным тоже такое нельзя вытворять. Да уж. Овчинникова отправляется сейчас на скамейку штрафников у команды Школы Макарова. Да.
что-то они друг другу, видимо, сказали очень неприятное. Ну и ситуация все-таки очень скользкая. Когда команда с 0-4 отыгрывается на 3-4, тут страсти, конечно, кипят. И у них по одному кровь поводу, у других по другому закипает. Да уж. Вообще, на самом деле, конечно, если честно, я такие вещи не очень поощряю среди девчонок, потому что, возможно, именно такие моменты, ну, скажем, мужчины начинают говорить, что, а вот видите, вот все-таки вот они такие же, как агрессивные, и вообще это хоккей не для девочек, потому что так девочки себя вести не должны. Но ведь очень сложно устоять, согласитесь, в ситуации, когда все на весах. Несомненно, но надо быть выдержанными, вот тут и эмоции, говоря. женщина-то более эмоциональна. Эти эмоции надо, я больше скажу, эти эмоции надо проявлять в том, что быстрее добегать, доставать шайбу, отнимать ее у соперника и забивать вратарю. Вот эти эмоции, которые они сейчас показывали вот в таком, скажем, боксе, надо было там демонстрировать, если честно. Я считаю, что такие моменты, они наоборот расхолаживают. Но зато зрителям, знаете, вот самое это, наверное, неприятное, как и вообще в хоккее, когда вот начинается такая вот бокс на хоккейной площадке, вот зрителям это больше всего нравится. Хотя, наверное, это неправильно. Мы же не гладиаторы, а девчонки тем более не гладиаторы. Ну, продолжается суд здесь, обсуждение. Кто был зачинщиком, кто инициатором, кому больше досталось. Ой, найти слово, как помните, у Зидана было. Одно маленькое слово и понеслось. Да, Свет, как с вот этими коньками у вас? Нормально, я играю в хоккей сейчас, и как раз в любительской лиге, только которая плюс 18, вот, в другой весовой группе и возрастной, чем девчонки. Но могу сказать, что мы играем достаточно часто с ребятами, наша команда «Град» играет против ребят. И вы знаете, вот бывают ситуации, когда хочется мужикам навалять, уж простите за это, может быть, некорректное слово, но бывает так себя ведут неадекватно, что хотелось бы. А вот говоря со взрослой позиции, да, из девчонок, наверное, что вы получаете вот отсюда, со льда, с вот этих баталий? Правда, действительно, это эмоции, это и спорт, и вот для меня это, конечно, возможность поддерживать хорошую физическую кондицию, и оказалось, что хоккей очень помогает этому. Правда, я недооценивала, возможно, раньше, и вообще даже жалею, что не начала раньше уже заниматься после того, как закончила спортивную карьеру. Можно было совершенно спокойно уже как-то тренироваться, и, в общем, даже сейчас можно достичь еще какого-то там большего уровня, потому что, конечно, я такой любитель-любитель, но уже могу сопротивляться, и, в общем, даже где-то оказывать сопротивление мужчинам, но они джентльмены зачастую, поэтому... На какой позиции? Атакуете, да? Да, атакую, да, я атакую. Правда, то правый, то левый, то есть в зависимости от того, чье амплуа там еще более жесткое, наверное, чем мое, поэтому я могу переходить с одного края на другой. Не очень люблю в середине, ну, в центре, а вот с края и справа и слева могу. Поэтому на самом деле вот иногда, вот как девчонки сейчас проявили характер и какой-то даже, может быть, воспитательный процесс, да, сейчас был, наверное, кто-то кого-то воспитывал. Иногда тоже очень хочется воспитать. Но чаще всего, кстати, это хочется мужчин воспитать, когда мы с ними играем. Вот до конца игры 72-й и 10-й номера в составе «Скифа». Спасибо, Свет, за участие в нашем репортаже. Тем более, что сейчас уже все будет подходить к награждению. Страсти, наверное, А что это вы награждение? Может быть, будет 4-4? О. Вы уже на награждение собрались уходить. Как говорят у нас в Грузии. Вы знаете, еще время до конца у нас осталось достаточно для того, чтобы еще забить. Поэтому сейчас, знаете, что сейчас будет? Я боюсь, тогда чтобы еще попалеть, да, не произошло что-то чтобы такое. Адреналин где-то, да. Так что я боюсь, мы можем еще затянуться здесь и до серии буллитов. Так что давайте, всего тогда. Хорошо, спасибо. Всем желаю удачи. Ага.
Итак, и с нами мы даже будем надеяться, что не в завершении сегодняшнего репортажа. Наталья Бочинок, мы теперь втроем будем обслуживать этот матч. Гена будет следить с высокой колокольни, а мы попытаемся, да, обсудить события этого матча. Наташа тоже играет в хоккей. У нас сегодня гости, которые имеют прямое отношение все равно к этому виду спорта. А начинала все-таки с легкой атлетики. А почему к хоккею пришла в итоге? Ну и, в общем-то, получилась легкая атлетика, но очень успешно. А год назад, вот благодаря Светлане Сергеевне, ой, как все захватывающе, Журовой, она меня привела в замечательную команду «Град» и познакомила с Оксаной Егоровой. И я вот просто с первого взгляда влюбилась в эту замечательную игру, вид спорта. И я считаю, что как жаль, что в мои годы юношеские этого не было. Тренируюсь 4 раза в неделю. Но с коньками было все в порядке, да? То есть ну, как все раньше, знаете, на пруду, зимой. Ну, конечно, не так, как у Светланы Сергеевны, но хочу сказать, что год упорных тренировок уже дают о себе знать. Уже вот на последнем моей встрече, она проходила совсем недавно, вот на этой неделе буквально в Санкт-Петербурге на Арктическом форуме. У нас традиционно хоккей на всех экономических форумах, и там, конечно, играют мужчины, и пока я вот единственная женщина, которую туда пустили на лед. Вот в этот раз я была капитаном команды мужчин, команды «Росконгресс». Мы играли против команды... Ох, гол! Вы представляете, 4-4! Как жалко, ну что ж такое, а? Ну как можно... Да, всего лишь полторы минуты остается, и 4-4. Не досчитали секунды, ну... Лицкая, да, капитан команды? Неужели... Да, ее все обнимают, и она в падении забрасывает эту шайбу. Еще Станович. Так это же, Наталья, еще интереснее сейчас будут булиты. Ну, булиты. Давайте, чтобы мы дождались булитов. Все-таки давайте, чтобы, по крайней мере, все-таки это минута, даже чуть меньше, чуть больше минуты. Сколько минуты у нас? Что-то вы задержались. Интрига бы появилась гораздо раньше. Отметим характер все-таки. А может быть, вовремя наоборот. Вы знаете, характер есть, но это первая пятерка играет. Команда мастеров. С маленькими девочками, которые моложе на 2 года. И, конечно, ну, хочется болеть за новое, открывать новое. Все-таки опыт здесь сказался, да, в концовке, и силы, наверное. Опыт и, знаете, моральный настрой, потому что очень важно, и это признак высокого мастерства, иметь вот тот настрой, когда уже кажется, все пропало, уже вот 2 шайбы ведут, и уже вот, ну все, никак. И, конечно, команда мастеров эмоции откладывает на какой-то уже там 2-й, 10-й план и собираются силами. Ну, я скажу, настрой-то был отличный у школы Макарова, они духом-то не упали, просто здесь именно физика сказывается. И, устали, и вот чувствуется, уже девчонки устали, хотя бьются, вы знаете, бьются до конца и бьются за каждую возможность войти в зону, бьются перед воротами, когда Скиф добивается, переходит уже в зону атаки. И в прямом переносном смысле ведь бьются. Бьются. И... Конечно, потасовка, когда, знаете, дамы, девушки мутузят друг друга, я впервые вот вижу. Ну, молодец. Ну и давайте посмотрим уже так, живьем концовку. Пытается Скиф вырвать победу в основное время. А еще минуту играть. Минута. Выходить какая долгая минута. Но здесь аккуратно надо, чтобы не обрезали и чтобы атака не получилась такая совсем фатальная. У Скифа 4 игрока у Скифа и 5 у школы Макарова. Но через 10 секунд... Да, сейчас вот все выйдут, и последняя минута будет как раз в полном составе будет игра. Так, девчонки, держитесь.
В полном составе обе команды. И вот они, заключительные полминуты. Перевод, да. Все, теперь 5 на 5. Крашенинина появилась на льду. Но уже под шайбу бросается даже 68-й номер Алена Логинова. Даже на синей линии. Ведь это достаточно редкое явление для хоккея. Даже для женского. Вы знаете, борется до конца. Конечно, я думаю, что для команды «Скиф» это огромный шок. Потому что команда, которая приехала... Ох, как опасно, ох, как опасно. Молодец, вратарь, молодец. Сирены, да, об окончании основного времени. И мы уже подметили с Димой, что обе Полины сегодня играют в воротах. И одна и другая просто блестяще справляются со своими обязанностями. Надо их Какая похвалить. Полина талантливее, да? Придется, наверное, приз вручить сегодня отдельный двум Полинам. Безусловно. Я думаю, что если одного вратаря отметят организаторы, будет совершенно неправильно. Ведь еще прекрасно играла Екатерина Лазуренко, да, из команды «Пантер». Из «Пантер». Великолепно. Да и Ульяна Еги тоже достойна похвалы. Да, это все вратари основной были вратарь на ЦСКА уровне. Петербург. Вообще это ведь особенная какая-то стать, да, быть вратарем. Ведь это же, наверное, опасно и Ну, знаете, интересно. вот я, может быть, скажу, вот как любитель, говорит, ну вот в ворота встают Отчаянные те, кто люди. отчаянные люди каждый раз ловить кирпичи. Вот ловить кирпичи, это значит, вот, ну, надо быть очень таким уверенным в себе. И вот, человеком. кстати говоря, Наталья, одно тут мгновение. Похоже, что вратарь на булитах будет у команды школы Макарова другой. Это Анна Балдин разминается активно, 57-й номер. Видимо, у нее специфика на булитах. И класс чуть повыше у Полины Суишкиной. Доверяет ей Петр Эдуардович Паньков, главный тренер, именно вот эту самую ответственную миссию в нашем суперфинале. Как все смотрят за ней. Это же... Вот так выйти, просидеть весь суперфинал и выйти на решающее мгновение. Представляете, как это... какое хладнокровие нужно иметь, да? Хладнокровие, подготовку и... Да и смелость. Смелость. Конечно, для девчонок школы Макарова вот финал уже это рывок вперед. Рывок вперед, потому что вот второе место это уже для них огромная победа. Но понятно, что вот настрой девчонок, конечно, биться до конца. Душить. Ага, Да, смотрите, какой командный дух. Дружность показывают, да. Какие из Скифа. Девчонки Скифа. Я думаю, что также сейчас станет команда соперника. Удивительная фотография. Мне кажется, вот надо запечатлеть, если вот общим планом взять вот то, что мы сейчас видим. Удивительно, две команды стоят вдоль бортика, обнявшись, и это удивительно. И для каждой девочки это лейтмотив, венец всего сезона. Представляете? Вы знаете, Они я будут эти впервые это мгновения. вижу. Я часто бываю на матчах, матчах КХЛ. И вот так вот, чтобы две команды перед булитами встали вот в такой вот, знаете, шеренгу, плечо к плечу, обнявшись. Я такого не видела. Мне кажется, что это вот такие, вот такой ноу-хау девчонок. Как видите, много сегодня открытий в вашей жизни. Вот... И драка в хоккее женском. И вот такое единение, сплоченность. Ну и булиты. Так, ну что, болеем. Настоящий суперфинал. Я болею за школу Макарова. Уж как мне хочется. Это 42-й Шабалина номер. с игры Шабалина. забросила сегодня. Выйдя 1-1. И сейчас открывает счет в этом матче. Самую девятку забрасывает. Какой момент. В этой дуэли, да. Такой микроматч, микро-поединки. Шабалина, да, забивала сегодня. И впервые на этом турнире, на этом финале мы видим с вами Анну Балдину. Все затаили дыхание. Все затаили дыхание. Весь стадион. Тишина. О! Да, переиграла, вышла так далеко вперед, затем откатилась и заставила растеряться 28-го номера Скифа. Мне кажется, нервы сдают. Ассистент Минкина. капитана Яна Минкина. Вчера она забрасывала
шайбу, первую шайбу в ворот «Пантер». Аккуратная раскатка. ЦСКА. Нет, справляется. Хорошо, Справляется с классно. этим броском Полина Шакирова. Тем не менее, счет пока 1-0, хотя сейчас по количеству попыток сравняются команды. Алена Шмыкова, защитник, которая здорово атакует от синей линии мощными бросками. Сейчас Посмотрим. Вчера давал нам интервью. Смелая Соло. девчонка. Нет. О, браво, браво, школа Макарова, браво. 1-0 остается счет в серии буллитов. Вот на Эш, на букву Ш Шабалина забросила, а Шакирова и Шмыкова нет в дуэли. 3 раза перекрестилась Давайте, сейчас. 27 номер. 27 номер Алина Захваткина. Тоже вчера забрасывала шайбу. Да, все авторы заброшенных шайб в течение этих 2 дней. Ох, Ушла вроде правильно сейчас влево, но успела сместиться Скорости Полина не Шакирова. хватило. Да. Скорости Скорости не и хватило. маневренности. Нужно чуть побыстрее выполнять этот элемент. Капитан команды Александра Линская, автор 4-й шайбы, которая позволила перевести эту встречу в овертайм фактически все равно. В дополнительное время, пусть и по итогам буллитов определяется победитель в этом финале. браво! Не сумела поднять, не сумела Да, справиться Лицкая. технически. Ну надо же. Смогла Лицкая забросить ту шайбу, которая Такие уже сравняла счет. мастеровитые, нервы сдают. Ну, По 5 буллитов, да, у нас? Да, И это была 3-я серия, по 3 начинается броска 4-я. состоялось, да, уже. Кутикова. Надо бросать заранее. Не надо обыгрывать. Нет. ой, как хорошо вверх шло, но вот немножко выше, Не получился выше этот верхней штанги Новый ворот. поворот у Кутиковой. Попыталась вратаря сдвинуть, но вратарь... Ну, хорошо бросала, вот преступный. немножко выше. Машина времени притормозила. Чтобы попасть. Кораблина. Тишина какая на женском хоккее. Браво! Ну надо же! Вратарь молодец. Как я болею за Анна школу Балдина. Макарова. Наверное, не должна быть объективна, но как-то уж так. А в воротах-то Полина Суюшкина все-таки, да, появляется вот сейчас? Полина Суюшкина все-таки. 33 номер. Да, напугали разминкой Анны Балдина. Да. Итак, Крашенинина. О, Нет, Забивает. не поставила точку. И последний шанс. Последний шанс сейчас у команды Скифа сравнять счет в этой серии буллитов. И на свидание с голкипером отправляется 12-й номер Дарья Кожина. Ну, это решающий момент. Если забивает, то серия продолжится. Нет, так все, чемпионы школы Макарова. браво! Ловит. Ура! Ловит правым углом. Как я Чемпионы! рада! Поздравляем, Поздравляем школу Наталью Макарова! Ой, Хоккеисты удивительные Челябинской эмоции. области. Девчонки бросили перчатки, клюшки, шлемы, обнимаются, кричат. Удивительные эмоции. Сценарий, конечно, был у этого Удивительные. финала И- невероятный. И трагедия. 4-0, Трагедия в 4-4, команде да. «Скиф». И в серии буллитов все-таки та команда, которая задала тон сегодняшней игре, одерживает победу. Вот настоящие олимпийские надежды. Вот понимаете, вот они так должны открываться, совершенно без прогноза, без каких-то вот, ну, тех простых уже вроде вещей. Вот открытие.
Геннадием отпустили на интервью. Спасибо, да, Наташа, за участие в нашем репортаже. Отпускаем ее на награждение. Спасибо. Да, Кожин, ну как будто она во всем виновата. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Александр Капустин, да, назвал его Герасимовым случайно. Было дело. Скиф показал характер, но в серии после матчевых бросков вратарь сделал игру. Состоится церемония награждения победителей итогов турнира. Полина Суюшкина названа лучшим игроком этого финального матча в составе чемпиона. Да, невероятный сценарий с легкой руки Александра Капустина, который пообещал нам преображение этого матча после первой заброшенной шайбы с Кифом. Так и получилось. Да, так и было. Но тем и лучше для зрителей. Такая концовка, такая развязка. Я думаю, не хуже профессиональных команд, которые сейчас сражаются. Но Челябинск подтверждает, что это кузница, Челябинская область, кузница хоккейных кадров и в женском хоккее. Но у нас, похоже, есть интервью. Это 11-й номер победителей Яна Крашенинина. В душе какое-то опустошение. Или поменяли, нет, Крашенинина отъехал. Хоккей для девчонок. Виолетта Овчинникова и Анастасия Шабалина. Ну что ж, с нами Виолетта Овчинникова и Анастасия Шабалина. Анастасия, автор победы Буллита. Единственное, тебе удалось на Буллитой серии переиграть вратаря. Как ты задумал заранее этот финт? Ну, в игре я забросила шайбу и в девятку, и подумала, может, второй раз залетит. И все-таки получилось. То есть ты фактически две шайбы, это, можно сказать, основной вклад в успех команды. А кого еще можно выделить? Можно выделить Виолетту и Яну Минкину, так что мы играли в одной тройке, и каждый играл друг на друга. А ты как считаешь, Виолетта, что сегодня стало основной причиной, основным, скажем так, мотором команды, и кто сделал основной вклад в победу? Я считаю, то, что вся команда приложила к успеху свой вклад в победу, то, что все началось у нас с разминки, то, что каждый хотел победить, у каждого было желание, и все выходили, чтобы бороться на каждом метре площадки, на каждом сантиметре, все хотели победить нам. Мы просто сделали то, что должны были сделать, ничего удивительного нет. Это нормально, мы победили, все отлично. Ночью снилась вот эта шайба заброшенная, эти две шайбы? Еще раз? Ночью снились шайбы? Нет, все отлично, по-обычному все было. А тебе? Мне каждую ночь снятся шайбы забитые. Ну, желаю вам успехов и в будущем, и поздравляю с победой. Спасибо большое! Школа Макарова! Ну вот, главная эмоция.
девушка в юбке с клюшкой. Отличный приз, по-моему. Турнир Лиги женского хоккея дивизиона Олимпийской надежды сезона 18-19 года завершен. Видим на экранах куратора дивизиона Ольгу Пермякову, уроженку Челябинска. Ее команда второй год. В том году первомайские львицы открыли чемпионство Олимпийских надежд. Вот. Участница многих олимпиад. Наверное, ее также переполняет гордость за свой край. Кузница хоккея, еще раз повторяем, Челябинская область. Конечно же слезы, тем более, что спасли этот матч, да, завершили основное время игры со счетом 4-4. Знали, что никаких безнадежных ситуаций не бывает. Сражались до конца и сумели сравнять счет в этой встрече за один период только. Ну вот, хороший кадр того, что дело сделано, победа одержана. Ну и, да, действительно, что же случилось все-таки вот в этот эмоциональный момент? Фактически он стал в какой-то степени переломным в этом матче, да, вот эта драка. Да, то есть одна команда не хотела уступать другой, то есть, может быть, есть и хитрости тренерского штаба вывести команду из равновесия, но, собственно, в том-то роде это и получилось. Но нервы у Макарова остались намного сильнее. Да, девушки бьются вот на повторах, как мужчины. Да, действительно, поединок такой был. Ну, мы все прекрасно знаем, так, в кино видели, скажем так, как дерутся девчонки, да. Здесь совсем другое дело. Здесь как будто своя определенная школа есть дворового воспитания. Но это только украшает. Вот Светлана Журова сказала, что не очень украшает. Все-таки девчонки должны оставаться девчонками. Я имею в виду, даже та же драка украсила именно пикантность, придала нынешнему финалу. То есть есть да, и повлияла на сценарий. Все верно. Есть изюминка булитная. То есть мы в этот раз увидели все. Естественно, все знают то, что хоккей — это шайба за ленточкой ворот. То есть не надо провоцировать, не надо конфликтовать на поле. Нужно выходить с холодной головой, забывая вообще о своих проблемах мирских, которые находятся за пределами площадки. Но действительно такой момент, а когда тебя бьют, когда счет на табло 4-4 и 2 минуты до конца, девушки, бывает, забываются и идут. Ну вот челябинские волчицы, в общем-то, оказывается, у нас так. Бывшие были клуб такой в Челябинске, волчицы, но школа Макарова — это абсолютно другое. Мы видим, девчонок приглашают и бронзовых призеров, и 4-е место. Как говорится, Пантеры-то подмерзли немножко в ожидании награждения. В спорте самые обидные места — это 2-е и 4-е. Все остались до церемонии награждения. И, скорее всего, будут вручены еще призы символической 5-ки, наверное.
гости. Генеральный директор Лиги женского хоккея Оксана Вячеславовна Егорова. Доктор экономических наук, мастер спорта по легкой атлетике, ректор Российского государственного социального университета Наталья Борисовна Починок. Оксана Егорова, Наталья Починок, гости нашего эфира. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, пятикратная чемпионка России. И олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Прекрасные дамы награждают прекрасный хоккей. Девчонки, спасибо вам за такой потрясающий финал, который вы нам подарили. Лучшие традиции КХЛ вообще. Хочу поблагодарить руководство школы «Русь» Николая Ивановича Куликова за то, что нам предоставляет такую возможность второй год здесь подряд проводить эти соревнования. Хочу поблагодарить всех представителей профессиональных клубов, которые приехали сюда на вас посмотреть. Надеюсь, что они кого-то присмотрели, и у вас есть хоккейное будущее. Вижу у вас это. Вот, спасибо вам большое. Слово предоставляется Наталье Борисовне Починок. Девчонки, это настоящий праздник. Сегодня я болела, мне кажется, так, как не болела я никогда. Я очень рада, что олимпийские надежды, этот символ и эта победа сегодня действительно открыла новую команду, замечательную, юную совсем. Я вас искренне поздравляю. Но, конечно же, хочу сказать, что вы, девчонки, показываете очень многим маленьким девочкам, тем девочкам, которые еще выбирают, кем быть, какой вид спорта выбрать для себя, что хоккей — это абсолютно женский, очень яркий, перспективный вид спорта, где мы, Россия, обязательно добиваться будем больших успехов. Я хочу всем вам, каждый из вас, пожелать ярких побед. И я видела, как вы перед серией буллитов, обнявшись, две команды плечом к плечу, готовились и друг друга подбадривали. Я такого не видела на турнирах мужских команд. Это уникально. Будьте так всегда, плечом к плечу, и вы будете добиваться ярких побед. С праздником еще раз! Слово предоставляется Светлане Сергеевне Журовой. Добрый день. Вы знаете, сегодня это был действительно феноменальный финал. И вот те слезы, которые сейчас на глазах у девчонок, у Скифа, они вызывают трогательные чувства, в том числе у меня, потому что за что мы любим спорт? Знаете, за что мы любим спорт? И спасибо девчонкам из Скифа за то, что они, как настоящие спортсменки, боролись до конца. Мы, болельщики, по всему, действительно приходим на трибуны, чтобы увидеть, что каждый спортсмен отдает себя игре, отдает себя замечательному виду спорта хоккей, что все до последней минуты, пока не прозвучал финальный свисток, еще не решено. И именно за это вам спасибо. Будут у вас еще и слезы радости, и они сменятся, может быть, слезами огорчения сегодняшнего. И будет у вас еще все. Я точно знаю это. Сама переживала неоднократно, может быть, не очень приятные моменты в спорте, но именно они закаляют и ведут вперед. А команде школы Макарова желаю удачи. Молодцы. Вы сегодня победители. И спасибо, что вы участвуете в играх Лиги женского хоккея. То, что вы приезжаете, и то, что вы занимаетесь этим совершенно женским видом спорта, которому столько же лет, сколько и мужскому хоккею. И пусть мужчины об этом не забывают. Поэтому молодцы, девчонки, вы умницы, красавицы. В том же духе продолжайте выступать, тренироваться и радовать нас своими результатами. Спасибо. Ну что ж, все приятные слова уже произнесены. Настало время переходить к наградам. Ну и начнем мы с наград индивидуальных. Награду лучшему вратарю вручает Наталья Борисовна Починок. Лучшим голкипером признана Екатерина Лазуренко из команды «Пантера».
Ну вот, лучшим вратарем турнира названа Екатерина Лазуренко. Мне кажется, действительно справедливо. Справедливо. Хороший сегодня матч был за бронзу. Это поистине ее матч. Миниатюрная, такая горячая, сражалась за каждую шайбу, с температурой играла полуфинал. Лучшим защитником признана Дарья Тетерина. Да, от ее бросков нужно уворачиваться. Лучшим нападающим признана Дарья Кожина из команды «Скиф». Дарья Кожина. Лучшим нападающим турнира. Награду лучшему бомбардиру вручает Светлана Сергеевна Зурова. Лучшему бомбардиру. Лучшим бомбардиром становится Ксения Ракчеева. Ну, на наших глазах с вами этот хет-трик состоялся в одном матче. Ксения и еще ее трое коллег являются двукратными чемпионками Лиги женского хоккея «Олимпийские надежды». В том году с первомайскими львицами, а в этом году с пантерами. У них прайд целый. Признан тренер команды «Пантеры-2» Александр Александрович Свириденко. Заслуженно Александр получает свою награду лучшего тренера. Бесспорную работу проводит в отсутствии каких-либо материально-технических вещей в своем регионе. Но, тем не менее... Но теперь, говорят, в Берске будет интернат, да? И... Да, все верно, да. Жизнь налаживается. Хотелось бы думать. Главное в это верить. Они верили, что они будут на пьедестале. Они стали на пьедестале. После первого этапа Лиги женского хоккея в Курганово, честно говоря, были сомнения. На втором этапе пантеры прыгнули на второе место и оказались, тем не менее, в финале. Символичное 4-е место. Памятные, да, медали в 4-м месте. Команде из Санкт-Петербурга. ЦСКР. Молодцы, девчонки, бились, играли. Можно после этого турнира именовать ЦСКР ЖХ. Центральный спортивный клуб развития женского хоккея. Снежок сегодня под финал очень кстати. Третье место в финале 4 вручает Оксана Вячеславовна Егорова и Светлана Сергеевна Зурова. За третье место бронзовыми наградами награждается команда «Пантеры-2». Пантеры из города Татарска защитили в последнем матче честь формы именно вот этого клуба. В следующем сезоне они будут именоваться «Кристаллом» из Берска. Но, судя по всему, костяк команды сохранится. Для новых функционеров клуба, собственно, хороший старт команды с бронзовым отливом. Спасибо еще раз
Саше Капустину за участие в нашем репортаже. Внимание, кубок за третье место капитану вручает Наталья Борисовна Кувшинок. Третье место. Такие красивые эмоции, настоящие такие. Девчонки, конечно, показали класс сегодня, настоящие такие. И настоящие эмоции сейчас разворачиваются на льду во время церемонии награждения. Блестящие церемонии. Команде, занявшей второе место в финале 4, вручают Наталья Борисовна Кувшинок и Оксана Вячеславовна Егорова. За второе место награждается команда «Скиф». Дима, прекрасно, я думаю, мы справились сегодня со своей работой, но благодаря девчонкам, которые подарили нам такой спектакль. И нам было легко работать. Вот я о чем. Такой, конечно, интригой одарили нас всех. Да, и какие красивые женщины награждают. Давайте посмотрим на тех, кто награждает медалями. Оксана Егорова, Наталья Пучинок и Светлана Журова. Каждый абсолютно выдающийся человек в своем деле и в своей любви к женскому хоккею. Внимание! Кубок за второе место капитану вручает Светлана Сергеевна Журова. Второе место команда «Скиф». Капитан Лицкая проезжает сквозь строй участников этого турнира. Победителям финала 4 золотые медали вручают Наталья Борисовна Кувшинок и Светлана Сергеевна Журова. Победителями турнира становится команда «Школа Макарова». Школа Макарова. Вот она, самая высшая точка в этом сезоне. Награждение золотыми медалями команды школы Сергея Макарова. Девчата просто на 7-м небе от счастья. Друзья, наши чемпионки, команда «Школа Макарова». Давайте поздравлять и аплодировать. А медали все не заканчиваются. Ну, как много медалей у организаторов. И это золотые медали. Суперфинала Лиги женского хоккея. И новый чемпион. Школа Сергея Макарова. С призом Дарья Тетерина, да, 17 номер. Ну и действительно здорово, что Челябинск и девчонок талантливых продолжает штамповать. Мы, конечно, вспомним и братьев Макаровых, и Бабинова, и Старикова, и Быкова, да, уроженцев челябинского хоккея. Варицкого, Гомоляка уже новые волны. Ну и Кузнецова. Да. Женя. Молодец, все-таки. А из команды прошлогоднего чемпиона, из Коркина, Артемий Панарин. Вот он кубок, а? Вот оно, золотое мгновение. Самый главный трофей Лиги женского хоккея. Браво, девчонки. Эти эмоции, ради них стоило жить весь этот год, а то и, может быть, вот весь этот путь пройти к финалу и к победе. Ну и, конечно, слезы Скифа. Они, конечно, мечтали, что их эмоции будут точно такими же, как у хоккеистов из школы Макарова. Право закрыть
Но очень активный вот этот 14-й номер команды чемпиона. Виолетта Овчинникова. Виолетта, такая она молодец. Олимпийской надежды объявляется закрытым. Государственный гимн Российской Федерации. Единение всех. Порта какой. Всех команд. Я, честно говоря, агент, впервые слышал вот такое исполнение, особенно от золотых и бронзовых призеров. Две хором, команды да, две обнимаются команды, вместе, да, хором. именно, понимаешь? Это был лучший хор, исполнявший гимн на каких-то спортивных площадках для Сегодня меня. удивляли не только Наталья Пучинок, но и нас. Нет, вот как раз здесь первое и третье место — это победители сегодняшнего дня, да, а второе и четвертое — минор. Были не в голосе. Они сегодня, да, немножко уступили даже в исполнении гимна своим оппонентам. Ну что ж, у нас весна в полном разгаре, и вот на этой самой весне мы готовы с вами попрощаться, поблагодарить за внимание. Обязательно, кто не успел, смотрите в повторе, смотрите на сайте, смотрите этот чудесный день, чудесный матч, чудесный финал Лиги женского хоккея. Школа Макарова против Скифа. В серии буллитов победу одерживают хоккеистки из Челябинска. Геннадий Набатов, Дмитрий Граненко были с вами сегодня. Спасибо, друзья, за то, что Бизоны были с нами. ТВ с нашим руководителем Бориславом Гуляевым прекрасную трансляцию сегодня организовали. Хоккей был что надо. До встречи на спортивных аренах.
Трансляции финала 4 Лиги женского хоккея для вас представила группа компаний «Тен».